День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Юрий Осипов. Вначале коротко о главных темах выпуска. В стране действует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На ее реализацию в этом году планируется направить 440 миллиардов рублей. ЖКХ Якутии завершила завоз топлива в северные и арктические улусы в период навигации этого года. В целом завезено более 350 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, в том числе 290 тысяч тонн угля, 54 тысячи тонн нефти и 13 тысяч тонн газоконденсатного топлива. Одной из приоритетных задач для властей Ленского района и города является своевременная и эффективная поддержка семей участников СВО, а также самих бойцов. В Центре экстренной медицинской помощи провели операцию с помощью нового инновационного оборудования. Современная технология позволяет врачам-нейрохирургам выполнять операции с применением роботизированного подхода, а также систем нейронавигации и визуализационного контроля. Прошедшие на днях в Алдане всероссийские соревнования по лыжным гонкам ознаменовали открытие зимнего спортивного сезона не только в России, но и в мире. На Дальнем Востоке увеличились объемы производства по ряду отраслей. За 10 лет на территории Дальнего Востока введены в строй сотни новых предприятий. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что выросли объемы производства не только в добывающем секторе, но и в целом ряде других отраслей, включая строительство, грузооборот морских портов, агропромышленный комплекс и многие другие. ЖКХ Якутии завершила завоз топлива в северные и арктические улусы в период навигации этого года. В целом завезено более 350 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, в том числе 290 тысяч тонн угля, 54 тысяч тонн нефти и 13 тысяч тонн газоконденсатного топлива. Основные сложности в этом году были связаны с доставкой грузов по рекам Яна, Колыма и Индигирка. Но несмотря на существующие сложности, с задачами, которые правительство республики поставило перед ГУП ЖКХ, удалось справиться вовремя и в полном объеме. В текущий момент нашим отделом проводится работа по подготовке к зимнику предстоящему, да, и подводятся, соответственно, итоги навигации. Вот. Всего в период навигации было привлечено свыше 100 единиц сухогрузного флота и свыше 20 единиц нефтяно-наливного флота. До конца года в Якутии будут введены в эксплуатацию 14 новых и реконструированных котельных. За 5 лет в республике построено и реконструировано 96 котельных, 14 из них в 2022 году. По поручению президента России Владимира Путина в стране действует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На ее реализацию в этом году планируется направить 440 миллиардов рублей. Тему продолжит Любовь Васильева. В новый дом заехали в этом году. Осенью зимовать будем впервые. Надеюсь, зимой будет тепло, так как сейчас вроде бы тепло. Вот. Надеемся, что зимой будет также тепло. Так, к новой механизированной котельной в Усть-Алданском районе активно подключаются новые объекты. Котельная «Восток-1» стала одним из самых лучших проектов обеспечения теплоснабжения в Дальневосточном федеральном округе. Это 6 водогрейных стальных твердотопливных котлов мощностью 18 мегаватт. Новый объект заменил 2 старые нефтяные котельные. Она отапливает 305 частных жилых домов, 69 социальных объектов. В этом году еще дополнительно подключился новая школа на 420 мест. Сейчас котельная полностью механизированная, от подачи угля до подачи тепла полностью автоматизирована. Задачу подготовить федеральную программу по модернизации котельных в муниципалитетах России поставил президент Владимир Путин.
Это не просто какие-то благие пожелания, это программа обеспечена финансированием. Если в прошлом году на эти цели мы выделили 170 миллиардов рублей, то в этом уже 440 миллиардов рублей. Это очень серьезные деньги, и расписано куда и когда, на какие направления вот этой большой темы средства должны быть направлены. Начиная с позапрошлого года мы получаем достаточно большое количество мер поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти, в том числе по линии Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, по линии Фонда развития территорий. И общий объем финансирования за последние 3 года в разы увеличился и составил порядка 3 миллиардов 350 миллионов. И в среднесрочной, также долгосрочной перспективе до 2028 года мы должны подключить к централизованным источникам теплоснабжения порядка 10 тысяч домов. Объемы модернизации ЖКХ с каждым годом растут. Только за 2022 год построено и реконструировано 14 котельных. Проведен капремонт и замена 63 километров тепловых сетей. В рамках региональной программы газификации населенных пунктов республики до 2030 года на газовое топливо планируется перевести 71 котельную, а также проложить газовые сети в села Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов. До 2027 года по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры республики будет произведена замена или реконструкция не менее 98 километров сетей инженерной инфраструктуры. Любовь Васильева, Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Усть-Алдан, Якутск. В этом году в России начала работать программа ремонта и строительства ЖКХ. За 10 лет в нее планируют инвестировать более 4,5 триллионов рублей. В Якутии программа капитального ремонта идет полным ходом. Если в 2019 году по всей республике было отремонтировано 123 многоквартирных дома, то за этот год в Якутии отремонтируют 240. На конкретных примерах тему продолжит Александр Хавренко. С 2023 года в России начала действовать программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет в эту программу планируется инвестировать 4,5 триллиона рублей. Об этом в своем послании к Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. В Якутске уже видны первые примеры реализации этой программы. Один из них – дом 40/1 по улице Дзержинского. В доме в этом году выполняются ремонтные работы кровли, они на сегодня завершены. И сейчас идет ремонт фасада, тоже на стадии завершения. И после этого сразу вот идет завершающий этап ремонта фундамента в этом году. И в следующем году еще запланирован ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения. Главная задача капитального ремонта – создание комфортной среды. В доме 27/3 по улице Хабарова ремонтные работы, запланированные на 2023 год, к радости жильцов были выполнены досрочно. В доме заменили балконные группы, входные двери, перила и ступеньки на крыльце, а также обновили и утеплили фасад здания. То, что было, и то, что стало, конечно, две большие разницы. Даже знакомые приходят, проходят, говорят, что это два разных лица. Ну, действительно, сделали ступеньки хорошие, вот они будут грязь задерживать. Водостоки, и застекление особая благодарность. Демонтаж балкона они делали, и потом монтаж очень быстро и очень качественно. Все щелки заделали, все. Мне нравится. На капитальный ремонт дома номер 7 по улице Ярославского было потрачено порядка 35 миллионов рублей. И каждую копейку, вложенную в работу, можно буквально увидеть и пощупать. Мы здесь проводили капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализацию, да, электрику. И вот крайний конструктив, это получается у нас фундаменты. Ну, выиграли тендер и приступили к работам. Кровлю также сделали. Здесь было использовано Logic Groove, материал мембранный, такой редкий, когда используется. В районах республики по этой программе планируется ремонт более сотни домов. Недавно капитальный ремонт закончился в многоквартирном доме в Тамоте. Со дня постройки 80-х. Дом ни разу не ремонтировался, и для жителей капитальный ремонт стал настоящим подарком. В этом доме я проживаю с 2011 года. И как бы за это время много ничего не делали. А вот в этом году сделали фасад дома, поставили козырьки, новые двери установили.
Все в хорошем качестве сделали. До конца года в республике по этой программе будет завершен ремонт в 240 домах от Нерюнгри до Аймикона. Уже сейчас администрация готовит списки домов, в которых капитальный ремонт будет делаться в следующем 2024 году. В Москве запустили Дальневосточный экспресс, брендированный поезд в столичной подземке. Каждый его вагон посвящен регионам самого большого федерального округа страны и не только. Акция проходит уже в 6-й раз. Какие сюрпризы приготовили организаторы в этом году, узнаем в следующем материале. Вулканы, морские деликатесы, северные просторы. Обновленный Дальневосточный экспресс готовится снова удивлять москвичей и гостей столицы своими красотами и традициями. Уже 6-й год подряд брендированный поезд отправляется бороздить туннели метро. Главная задача акции – сделать Дальний Восток чуточку ближе. Мы хотим рассказать жителям Москвы и гостям о Дальнем Востоке, о людях, о природе, о том, что там происходит сейчас, о том, что строятся предприятия, о том, что сегодня Россия развернулась на Дальний Восток, и мы столкнулись с необходимостью расширять железнодорожные пути, строить новые тоннели. Каждый вагон посвящен сразу 2 регионам. Про Якутию внутри много интересной информации. Можно узнать про строганину, чискана, якутскую лошадь и сэх. Конечно, мы показываем здесь и наши достижения в области туризма, что у нас интересного. Например, Бизонарий, уже больше 250 особей у нас живет, комфортно вполне, устойчиво. И рождаются телята, стадо растет, и мы даже уже начинаем думать о том, что куда дальше, кому подарить еще и где бизон может себя хорошо чувствовать. Дальневосточный экспресс – это не только про туристический потенциал. В вагонах найдется информация и о том, как можно всесторонне развиваться и самосовершенствоваться на Дальнем Востоке. Очень важно, что в этом году появился специальный вагон, направленный на детей, на наше молодое поколение. Мы последовательно делаем Дальний Восток более дружелюбным для молодых. И за последние 5 лет стабильно из года в год на Дальний Восток приезжает больше молодых людей в возрасте 20-24 года. Курсировать поезд будет полгода по синей Арбатско-Покровской линии метро. И предполагается, что в такое путешествие по Дальнему Востоку смогут отправиться более 2 миллионов человек. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. В Якутии продолжается работа по оказанию помощи военнослужащим. Якутский фонд «Защитники Отечества» начал работу в июне этого года. За 5 месяцев работы обратились более 2600 граждан. В настоящее время в Якутии работает 32 социальных координатора. Из них 17 работают в Якутске, 15 в районах республики. Подробнее в следующем материале. Каждый социальный координатор отобран из числа профессионалов, имеющих большой опыт по работе с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. За каждым социальным координатором закреплено около 1000 граждан. Они персонально сопровождают ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, инвалидов, а также членов семей погибших военнослужащих. По каждому подопечному составляется анкета и план комплексного индивидуального сопровождения. Кроме того, мы ведем прием всех обратившихся граждан. Это, например, действующие военнослужащие и члены их семей. Так принято около 1600 человек. Это 63% от общего количества обратившихся. Работа социального координатора ведется по 3 направлениям. Это личный прием гражданина по месту нахождения социального координатора, выездной прием по месту фактического проживания или лечения нашего подопечного, и дистанционное обслуживание граждан, проживающих в арктических районах республики, где у нас нет социальных координаторов.
Социальные координаторы за период работы фонда приняли около 1700 граждан по 4000 обращений. С октября месяца фонд начал работу по выездному приему. За этот период принято около 250 граждан. Помимо этого, прием ведут специалисты Социального фонда Российской Федерации, МФЦ Республики Саха-Якутия, подведомственные учреждения Министерств труда, здравоохранения, а также Комитета занятости. С их помощью прямо в центре можно подать заявление на меры поддержки участников СВО и членов их семей. За 5 месяцев работы филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Саха-Якутия обратилось более 2600 граждан. Всего поступило 6000 вопросов. Из них на сегодня решено 5000 вопросов, то есть положительно решено порядка 80%. Напомним, фонд создан по поручению президента страны Владимира Путина. Его основной целью называют персональное сопровождение ветеранов СВО, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Помимо этого, фонд оказывает содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Одной из приоритетных задач для властей Ленского района и города является своевременная и эффективная поддержка семей, участников СВО, а также самих бойцов. Муниципалитеты ведут работу с обращениями граждан, касающимися самых разных сфер жизни, от психологической помощи до финансовой и гуманитарной. Также поддерживают бойцов на СВО члены общественного движения «Покров». Более подробно расскажут наши коллеги из Ленска. В Ленском районе продолжается оказание помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Это первостепенная задача, которую ставят для себя сегодня районные и городские власти. Особое отношение к мамам, женам, детям бойцов. Помощь оказывается в любых бытовых или социальных вопросах. Создан ряд мер поддержки. Так, детям участников СВО с прошлого года предоставлено бесплатное питание в школах и проезд на общественном транспорте. Также бесплатными стали путевки в детский лагерь и на санаторно-курортное лечение. Бесплатным оно стало также и для родителей бойцов. На сегодняшний день уже поступают такие обращения, то есть родители выезжают по Российской Федерации на санкур. Санаторно-курортное лечение у нас, если они выезжают по Республике Саха-Якутия, ну то есть город Якутск, да, допустим, Нерин и тот же Мирный, они могут обратиться к нам заранее, то есть до выезда мы можем аванс выделить 60% и потом по приезду, получается, 40% выплачиваем. Также с прошлого года семьи участников боевых действий могут бесплатно газифицировать свои частные дома. Одна семья заключила с нами договор, да, по материальной помощи на газификацию. Максимальная сумма 150 тысяч рублей. Сейчас, да, есть желающие, которые собирают документы, в этот пакет доставляют к нам, и мы уже назначаем эту выплату. 150 тысяч – это максимальная цена. Районная администрация оказывает поддержку самим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции в виде материально-технического обеспечения. В этом году мы осуществили закупку на порядка 21,5 миллиона. Мы учитывали, скажем так, пожелания людей, которые к нам обращались, пожелания родителей. Сейчас у нас это формируется. То есть как сформируется у нас этот пакет, скажем, помощи, да, то есть мы будем эту доставку, да, делать скажем так, целенаправленно. Из городского бюджета было выделено 750 тысяч рублей. Все они пошли на поддержку семей мобилизованных и самих бойцов. Дополнительно еще 1 миллион рублей собрали городские предприниматели. На эти средства было закуплено оборудование, экипировка и рации для ребят, находящихся на передовой. По первому источнику мы приобретали аптечки, направляли ребятам на передовую, также по их обращениям и по обращениям родственников. Закупали дрова семьям, помогали, кстати, колоть дрова. Обращения в адрес городской администрации поступают различные. Кто-то просит помочь поставить входную дверь, кто-то поменять проводку, у кого-то возникают проблемы с оформлением документов. Ни один вопрос не остается без внимания. В этом году в Ленске создан фонд защитников Отечества. Основной целью фонда является персональное сопровождение ветеранов боевых действий и членов семей погибших. Содействие в получении всех полагающих мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет содействовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов. При необходимости для подопечных фондов также будет организован долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.
Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины – это дело чести, оказывают поддержку не только власти, но и общественное движение «Ленский покров». В небольшом помещении в центре города неравнодушные жители плетут сети, делают нашлемники-пятиточечники, изготавливают носилки. Сюда приносят ленские мастерицы, вязаные носки и варежки. Именно тут собирают посылки, которые отправляют на передовую. Такая помощь Ленского покрова – это далеко не разовое мероприятие. Мы никак не можем сейчас отойти в сторону, потому что там на нас надеются, это будет предательство. Если мы один раз заявили о себе, что мы вам, ребята, поможем, то мы должны быть с ними уже до самой победы. Не остается в стороне никто. Мастерицы из Пеледуя и Первая городская школа плетут сети, сотрудники детского сада «Теремок» режут ленты для сетей, постояльцы дома-интерната для престарелых скручивают их для удобства в клубки. Ученики и педагоги второй школы с завидным постоянством собирают средства и передают их в Ленский покров. Сегодня в здании, где базируется общественное движение, появился флаг с лозунгом «Своих не бросаем», на котором оставляют свои пожелания ребята, пришедшие с СВО в отпуск. Для участников общественного движения это теперь самая дорогая и ценная вещь, которую они сохранят до нашей победы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутские волонтеры продолжают оказывать помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Свой вклад вносят и работники национальной вещательной компании «Саха». В свободное от работы время коллеги из отдела выпуска программной службы телевидения плетут маскировочные сети для крупной боевой техники, всегда необходимые бойцам на передовой. Одна сеть длиной 5 метров и шириной 3 метра готовится за 2 дня. Для качественного плетения приглашен один из руководителей волонтерского движения. За время работы изготовлено 2 маскировочные сети, которые отправились в штаб движения для последующей отправки в зону боевых действий. Вообще приезжают, которые в отпуск бойцы, и потом уезжают после отпуска. Вот они забирают эти сети, отвозят до места назначения. Или бывает, что они, я так понимаю, что они, у них налажена уже система, как вот они доставляют эти сети на передовую, да, и вообще есть обратная связь, бойцы благодарят, отправляют фотографии и вот показывают, что как они используют и как им помогают вот эти маскировочные сети. Одной из важных задач, которые стоят сейчас перед республикой, является помощь участникам специальной военной операции. Некоторые из них вернулись домой и теперь ищут новое место работы. Помочь им вызвался республиканский техникум-интернат. Подробности у Марины Захаровой. Свою работу по обучению участников специальной военной операции техникум-интернат начал в этом году. На сегодняшний день они успели выпустить 2 потока по 15 человек. Третий, состоящий из 10, закончит бесплатные курсы 10 ноября. Занятия проводятся как в очном формате, так и в дистанционном, чтобы все могли их посещать вне зависимости от проживания. Сложностей пока нет, потому что в дистанционном формате у нас идет обучение через программу. Они по удаленному доступу подключаются к нашей базе, и мы так обучаем. Иногда бывают трудности со связью у обучающихся из сел, но незначительные. Студентам учеба нравится, и они серьезно настроены завершить курсы и по их окончанию получить удостоверение. Да, очень стараются. И некоторые в селах живут, поэтому бывают трудности с связью. В основном нормально, хорошо. Курсов много. Студенты предлагают обучиться компьютерной грамотности, работе с финансами, архивоведению и многому другому. В первую очередь их, конечно же, ознакомят с основами любой трудовой деятельности. В первую очередь, конечно, мы начинаем с техники безопасности, с изучения техники безопасности и охраны труда. Обязательно мы рассматриваем социальную адаптацию на рынке труда, да? И большое количество часов у нас посвящено именно модулям по профессии. Учатся участники специальной военной операции после обеда до 5 часов. Учеба стандартная. Сначала работа на занятиях, после выполнения домашних заданий. Некоторые из них изъявили желание сменить сферу деятельности. Учился я в Институте физкультуры, культуры и спорта в ЯГУ в 2004 году по 2006 год. Сейчас я на основе финансовой грамотности в строительстве, наверное, скорее всего, пойду. Будем составлять бизнес-планы и брать госконтракт. Обучаться могут не только сами участники спецоперации, но и их родственники. По плану республиканскому техникуму предстоит обучить еще 45 человек к концу текущего года. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Глава республики Айсен Николаев поручил правительству региона к 2029 году повысить уровень благополучия и усилить поддержку граждан, попавших за черту бедности. Рассмотрены проекты, направленные на борьбу с бедностью и повышение социального благополучия граждан, которые предложили к реализации министерства и ведомства социального блока. В рамках реализации этих проектов планируют к 2029 году в 2 раза сократить уровень бедности и вывести из-за ее черты не менее 70 тысяч человек. Численность занятого населения за 5 лет должны увеличить до 530 тысяч человек. В Якутске в здании торгового центра спасатели провели тренировку эвакуации людей. Мероприятие проведено в соответствии с планом по пожарной безопасности торгового комплекса. Как отмечают в МЧС, главная цель подобных тренировок – выработка у персонала объекта и посетителей четких навыков поведения в случае возникновения пожара, способность быстро принимать верные решения, без ошибок ориентироваться в пространстве, определяя верные направления для выхода из опасной зоны. Противопожарные системы здания сработали в штатном режиме. Эвакуация со стороны администрации и охраны прошла организованно. Большая часть посетителей вышла, персонал 100% вышел. Ну, есть некоторые несознательные посетители, которые, купившие на фудкорте еду, остались сидеть, но все-таки их попросили эвакуироваться. Такие плановые тренировки у нас проходят раз в полгода, согласно противопожарным правилам и регламенту. Министерство экономики Якутии совместно с Минвостокразвития России и администрацией столицы республики завершает работу по подготовке комплексного плана социально-экономического развития Якутска. С целью ознакомления предстоящей глобальной работы в рамках реализации мастер-плана столицу посетили представители Минвостокразвития России. Они на месте осмотрели места расположения ключевых объектов, в том числе микрорайоны, отданных под комплексную застройку города и другие территории застройки. В ноябре пройдет заключительное согласование источников и сроков финансирования мероприятий, которые предусмотрены мастер-планом городской агломерации. До конца 2023 года долгосрочный план развития будет утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, что, конечно, способствует выделению федеральных средств на мероприятия мастер-плана. В целом, потребность финансирования на реализацию мастер-планов ориентировочно оценивается в 550 миллиардов рублей. Из них половина – это за счет федерального бюджета, треть средств будет привлечена из внебюджетных источников и остальная часть – это за счет бюджета республики. Строительная готовность Якутского республиканского онкологического диспансера составляет 91%. Сейчас в здании идут завершающие работы. Начался монтаж оборудования. По планам, первых пациентов в обновленном диспансере начнут принимать уже в декабре этого года. Продолжит тему Александр Хавренко. Крупнейший на Дальнем Востоке онкологический центр возводится в Якутске. 27 тысяч квадратных метров, около 1500 сотрудников, новейшее оборудование. Все это позволит Якутскому центру стать флагманом в диагностировании и лечении онкологии во всем Дальневосточном федеральном округе. Большинство оборудования, конечно, уже закуплено. Большая часть, особенно это тяжелого оборудования, это для лабораторий, для диагностических служб, таких как рентген, КТ, это все уже закуплено. Сейчас идет уже монтаж данного оборудования. Оборудование, конечно, мы брали такое самое современное, которое отвечает всем требованиям в современной медицине. За день поликлиническое отделение центра сможет принять более 200 пациентов. Столько же одновременно смогут находиться в условиях стационара. В центре будет 6 операционных отделений диагностики, реабилитации и терапии. Все для оказания своевременной и высококвалифицированной помощи. И, конечно же, высококлассные специалисты. В рамках реализации нашего проекта наши специалисты обучаются на базе нашего университета, Северо-Восточного федерального университета. В 2019 году открыта базовая кафедра онкологии при медицинском институте, и где работают наши именно врачи. Также есть целевая программа, по которой мы набираем себе уже студентов на уровне, уже с первого курса набираем себе уже своих работников. Строительство центра идет в рамках реализации национального проекта здравоохранения и находится на постоянном контроле правительства республики. Открытие республиканского онкоцентра запланировано на конец 2023 года. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.
В Центре экстренной медицинской помощи провели операцию с помощью нового инновационного оборудования. Современная технология позволяет врачам-нейрохирургам выполнять операции с применением роботизированного подхода, а также систем нейронавигации, визуализационного контроля. Подробнее об операции, а также о том, при каких диагнозах используют оборудование и какие возможности оно открывает, узнавала Марфирина Алексеева. Впервые нейрохирурги Республиканской больницы номер 2 использовали новый микроскоп в ходе операции на головном мозге 60-летней пациентки, которая экстренно была доставлена санрейсом после инсульта. Врачами была диагностирована аневризма средней мозговой артерии. Больная с разрывом аневризмы средней мозговой артерии справа. Сейчас аневризму мы выделили, видим уже аневризму. Если вы посмотрите на монитор, то увидите ее купол. Я вам центровку сделаю на нем. Купол аневризмы, вот. Это левая лобная доля, левая височная доля. Сейчас мы приблизительно приближаемся вот к этому месту, где произошел разрыв. Далее будем выделять аневризму и проведем ее клипирование. Пациентка тяжеленькая, но я думаю, все закончится благополучно, потому что мы уже видим нашу цель. Применение микроскопа значительно облегчает врачам задачу. Многократное увеличение операционного поля позволяет более свободно и точно работать с тканями мозга и кровеносными сосудами. Операция действительно прошла благополучно. Вот сам купол аневризмы, он продолжает кровить. И сейчас мы проводим постоянное клипирование разорвавшейся аневризмы. Накладывается постоянный клипс. После того, как наложили клипс, временную клипсу мы убираем. Тем самым восстанавливаем кровоснабжение правой лобной, правой теменной доли в данном случае. Видим, что купол аневризмы после клипирования спался и больше не кровоснабжается. У данной пациентки в этом месте больше инсультов не будет. Нейрохирурги Центра экстренной медицинской помощи будут использовать микроскоп для лечения широкого круга пациентов. Оборудование позволит выполнять операции на головном и спинном мозге и свести к минимуму риск повреждения критических областей, прилегающих к патологическим зонам, что делает лечение максимально безопасным. Начали использовать его при операциях на спинном мозге, на позвоночнике непосредственно, при травмах, при разрывах твердой мозговой оболочки для сшивания, потому что структуры очень, скажем так, нежные, тонкие, и с человеческим глазом очень сложно отследить иногда иглу или нить, которая используется, да, микронить для сшивания. Микроскоп в этом очень хорошо помогает. Также при удалении, допустим, грыж диска, межпозвонковых грыж. При этом из плюсов это небольшой доступ, небольшой разрез кожи и максимальное кратное увеличение, что позволяет нам увидеть абсолютно все, что нам необходимо. Отделение нейрохирургии входит в состав регионального сосудистого центра и травмоцентра первого уровня. Ежегодно через отделение проходит более 1000 пациентов. Из них 68% получают лечение с помощью операционного вмешательства. Отделение обеспечивает круглосуточную медицинскую помощь взрослому населению республики в экстренной и плановой формах при заболеваниях и травматических повреждениях черепа и головного мозга, позвоночника, спинного мозга, а также сосудистой патологии. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Калининградской области продолжаются мероприятия по увековечиванию памяти боевой летчицы Веры Захаровой, легендарного авиатора Якутии Валерия Кузьмина. В городах Гурьевск, Балтийский и Калининград делегации общественников из Якутии проведут цикл встреч с представителями муниципалитетов, национальными общинами и школьниками. А 7 ноября состоится телемост между Якутском и Калининградом. В Общественной палате Калининградской области состоялся круглый стол, посвященный увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие делегации Чурапчинского улуса и Алекминского района и города Якутска. Знаком летчица Вера Захарова за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения отмечен председатель религиозной организации мусульман Ихсан Явер Гусейнов. В Калининградской области официально зарегистрировано 1800 общественных организаций. В число наиболее активных национальных диаспор входит и якутское землячество «Земляки Саха». В День народного единства делегация Якутии представит концертные номера на праздничных городских мероприятиях в Калининграде. Мост через эту организацию с Якутией у нас действительно существует. И сегодняшнее прибытие делегации, так и общественных организаций, родственников нашей, буду говорить, выдающейся первой
значит, летчик с Саха-Якутии времен Великой Отечественной войны, это действительно то направление, каким образом мы взаимодействуем с общественными организациями. Общественная организация Саха-Якутии проводит массу мероприятий, рассказывающих об истории, о самобытности Якутии. Я думаю, что посредством, вот, как сегодня говорят, народной дипломатии, посредством общественников, вот, на этом и должна строиться наши взаимоотношения. В библиотеке имени космонавта Леонова, где будет бенефис книги Веры Кирилловны Захаровой. Делегация будет участвовать, рассказывать о книге, и, конечно же, они эту книгу презентуют в библиотеке. Колледж цифровых профессий университета «Синергия» начал свою работу с 1 сентября. Сейчас в нем обучаются 165 выпускников 9 и 11 классов. Обучение в колледже проводится дистанционно или очно на выбор студента. Преподаватели в составе 22 человек обучают по 3 специальностям: информационная система программирования, анимация и анимационное кино, а также графический дизайнер. Как показала статистика, самым востребованным направлением стала анимация и анимационное кино. Программа обучения сформирована совместно с Союзом мультфильмов. Ребята сейчас идут за навыками, да, то есть чтобы отучиться, возможно, дальше продолжить обучение в университете, но уже иметь профессию и параллельно работать. Вот я сейчас с ребятами общался, говорю, поднимите руки, это ребята после 9 класса. Я говорю, поднимите руки, кто уже работает, подрабатывает, там половину руки подняли. Мне кажется, это прекрасно, это именно вот эта наша отрасль, и она дает возможность в раннем возрасте вовлекаться в проектное управление и делать свои проекты. Поэтому отрадно, что появляются такие колледжи, мы будем его поддерживать. Более того, у них еще появится филиал в креативном кластере, который именно связан с анимацией. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Якутский павильон к международной выставке «Россия» готов. На стенде республики провели монтаж оборудования, выставили экспонаты, запустили интерактивные панели. Торжественное открытие выставки якутского павильона состоится на ВДНХ сегодня. Что сделано и что еще предстоит, расскажет Айсена Бурнашова. Павильон Якутии – это 80 квадратных метров, трехметровые белоснежные стены, мультимедиа, объекты и тач-панели. Наш стенд посвящен теме Олонхо. Знакомство с эпосом начинается прямо на входе. И на входе в наш павильон нас встречает богатырь Нюргун Буатур, который не только просто так стоит, он еще и говорящий, будет приветствовать всех гостей, всех посетителей нашей экспозиции, а также он исполнит отрывки из Олонхо. Ожившие герои эпоса сопровождают гостей и внутри павильона. Снегурочка знакомит с якутской зимой, а рядом жители Срединного мира зовут каждого заглянуть на огонек. У нас вот специально создано программное обеспечение, где будут представлены картины, посвященные Олонхо, известных художников. В том числе есть детские рисунки, которые оцифрованы и анимированы. Можно послушать исполнение Олонхо нашими олонхосутами. А еще посетители увидят уникальные разработки в промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве. Убедятся, что Якутия не только про золото и алмазы. Воочию увидят проектор «Экстра Синема», способный сделать из любого зала настоящий кинотеатр. Посмотрят и на другие достижения последних 5 лет. Мы оцениваем готовность нашего павильона на 100%. Завтра будет прием КФСО, и 4-го мы готовы открыться для того, чтобы удивлять жителей Москвы, Подмосковья, всех гостей столицы чудесами нашей вселенной Олонхо. Международная выставка «Россия» распахнет свои двери 4 ноября. Ключевые события пройдут в павильоне номер 75 ВДНХ. Вместе с Якутией свои достижения представят и другие 88 регионов страны. Отправиться в путешествие по России, находясь в Москве, смогут все желающие. Выставка продлится полгода. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Прошедшие на днях в Алдане всероссийские соревнования по лыжным гонкам ознаменовали открытие зимнего спортивного сезона не только в России, но и в мире.
После лыжников на старт вышли биатлонисты. Первенство по биатлону в формате ультраспринт в Якутии состоялось впервые. Подробности в сюжете наших алданских коллег. На пороге ноября на трассах Алданского лыжно-биатлонного комплекса было жарко. Несколько дней назад здесь состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам, открывшие сезон не только в России, но и в мире. Силами, мастерством и техникой лыжных гонок во всероссийских соревнованиях померились члены российской сборной и региональных команд, а также спортсмены из Белоруссии. Значение вот этих всероссийских соревнований, которые входят в календарный план ФЛГ, для наших спортсменов сборной команды Якутии, они очень важны. Это для них большой опыт, со всеми сильными спортсменами сборной команды России участвует. Первыми на старт вышли женщины. Им предстояло преодолеть классическим стилем дистанцию в 5 километров. На пути к финишу важна каждая секунда, ведь именно она может стать решающей. Гонка на самом деле сегодня тяжелая, потому что погода очень сложная, невозможно намазаться, идет прострелы, и работа лыж тоже от нее очень много зависит. А так в целом все понравилось. Климатические условия Южной Якутии являются для спортсменов оптимальными. И именно в Алдане лыжники традиционно открывают новый сезон. Первые соревнования стали не только массовыми и серьезными, но и знаковыми. Эти соревнования у нас в этом году посвящены столетию образования физкультурного движения, как в Российской Федерации, Республике Саха-Якутия. Первые в наступившем сезоне старты притворили учебно-тренировочные сборы. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам стали для спортсменов своего рода проверкой базы выносливости и оценкой наработанных ресурсов. Они что наработали, как раз таки на всероссийских соревнуются, чтобы проверить себя. И уже после этих соревнований будут следующие соревнования Кубок России через 25 дней. Соревнования включили несколько гонок. Лыжникам предстояло преодолеть заданные дистанции классическим и свободным стилем. Сильнейшие спортсмены определялись в каждом забеге. Места почетного пьедестала занимали тройки лидеров. Настроение прекрасное, ведь это открытие сезона. Все очень долго ждали, мы готовимся все лето, чтобы наконец-то начать сезон, бегать. Прекрасная погода сегодня, тепло. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходили в течение 2 дней. Затем лыжники передали эстафету биатлонистам. В Якутии первенство по биатлону в формате ультраспринт было проведено впервые. Попытались совместить два зрелищных самых действия – лыжный спринт и биатлон в одном, как говорится. И постараться сделать так, чтобы это было более зрелищно, чем остальные виды. Посмотрим, как получится это все. Здесь есть, конечно, нюансы. Сколько дополнительных патронов нужно давать. Может быть, время стрельбы ограничить. Дистанция составила всего 2 километра с 2 огневыми рубежами. Промахи не предусматривали штрафных кругов, а потери времени на стрельбище могли стать серьезными. Один промах добавлял 8 секунд. Интересно, как спортсмены будут тактически раскладывать эту трассу, как они будут ускоряться, показывать свои силовые качества, мощностные. То есть это мне как тренеру, как спортсмену, спринтеру в прошлом очень интересно. Плюс сегодня очень много болельщиков пришло с города. Практически за спинами спортсменов все будут стоять и смотреть, как они на стрельбище производят эту стрельбу. За победу в ультрабиатлоне поборолись 27 спортсменов. Выдающимся снайперам лыжни и чемпионам прошлых сезонов силы противопоставили начинающие биатлонисты. После мужчин на старт вышли женщины. Соревнования состояли из 3 этапов. По их результатам определились 6 призеров. Сначала пролог, где определятся 12 сильнейших, потом 12 сильнейших будут разбиты на 2 полуфинала, из которых выходит 6 человек, 6 спортсменов в финалы. То есть 2 победителя полуфиналов и 2 спортсмена по лучшему времени, показанному в забеге, в полуфиналах. Где в финале они разыграют первенство. Учебно-тренировочные сборы в Алдане у спортсменов завершаются, и некоторые сборные уже отправились защищать честь лыжного спорта на новых рубежах. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске проводится отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» на региональный чемпионат 2024 года среди юниоров.
Отборочный этап проводится по 30 различным компетенциям. Так, в Якутском технологическом техникуме сервиса чемпионат состоялся в 2 компетенциях – поварское дело и кухня народов Севера и Арктики. Подробнее в следующем материале. На муниципальном этапе чемпионата по направлениям поварское дело и кухня народов Севера и Арктики приняли участие 16 юниоров из общеобразовательных учреждений города Якутска в возрасте от 12 до 16 лет. По первой компетенции участники приготовили 2 блюда – салат оливье и горячее блюдо из птицы с гарниром и соусом. А во второй приготовили национальное блюдо из взбитых сливок – кёрчах. Обязательное условие – проявить творческий подход в приготовлении блюд. Исторический подход обязательно они должны выполнить, значит, майонез ручным способом, да, собственный. Так, далее горячее блюдо у них получается из птицы, так, 2 гарнира, так, и соус, ну, опять же, с творческим подходом. Так, после, значит, если победители, значит, отборочного, скажем, конкурса, чемпионата города, они потом будут принимать участие в республиканском. Если в республиканском победят, то они едут в Россию. Оценивали блюда шеф-повара, а также победители и призеры региональных и международных конкурсов. По требованиям чемпионата каждый участник предоставляет корзину с ингредиентами в соответствии с заявкой конкурса. Обязательным является и ношение специальной формы. Это китель с инициалами, фартук, поварские брюки и колпак. Дайна Дьячковская выполнила все требования и приготовила блюда в соответствии с поставленными требованиями. Она занимается кулинарией уже 5 лет. Кулинарией я увлекаюсь с 4 класса. Я сама очень люблю готовить. Я в прошлом году здесь тоже участвовала, я заняла 2 место. Я очень люблю готовить булочки синнабон. Они у меня очень получаются хорошо. И я люблю готовить панкейки, японские оладушки. Самое популярное из национальных блюд – это кёрчах. В каждой семье есть свои секреты приготовления, передающиеся из поколения в поколение. Диана Неустроева, участница 2 компетенции, рассказала нашей съемочной группе, как приготовить это блюдо. Все легко. Просто берем сливки и вот так вот крутим, пока густая пена, пока не образуется. А потом можно украсить ягодами, вареньем, крутение тыком. Учила бабушка. Общая подготовленность участников была на высоком уровне. Помимо мастерства приготовления блюд во время работы учитывается общая гармоничность и вкусовые качества. Победителя уже определили, однако заветное имя будет оглашено в день финала, который состоится 6 ноября. Напомню, победители отправятся на региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы-2024». Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В воскресенье в эфир нашего канала выйдет финальный выпуск проекта «Городские девчата». Кто же из участниц станет победительницей и кому достанутся призы в номинациях? Чем проект завершится, мы узнаем очень скоро, а пока завесу тайны финального шоу нам немного приоткроет мой коллега Александр Хавренко. В течение 2 месяцев зрители нашего канала с интересом наблюдали, как 5 городских девчат пытаются выжить в деревне. Проект «Городские девчата» показал высокие рейтинги по просмотрам, и сейчас у всех зрителей один вопрос. Кто же из девочек станет победительницей проекта? Все после 7-го выпуска решили, что победительница уже есть, но главная интрига будет сегодня. Да? То есть сегодня участницы еще раз проголосуют по результатам того, что они увидели, услышали. Они вот проголосуют, и исход будет по итогам вот этого голосования с учетом тех баллов, которые они ранее выставляли друг другу на проекте. По словам участниц, проект «Городские девчата» помог им стать более открытыми, увидеть свои плюсы и минусы и переработать их. Сейчас, когда все испытания позади, они просто наслаждаются моментом и ждут объявления результатов. Я желаю удачи каждой участнице. Это был как эксперимент для нас, для всех. Я пришла встретиться с девочками и приятно провести вечер вот в такой вот обстановке, в красивой, уже не в той, в которой мы были. Это очень приятно, поэтому я сегодня вся накрашенная, уложенная. Зрителей же ждет интересное финальное шоу, на котором и раскроются все секреты и интриги проекта. Смотрите финал «Городских девчат» в воскресенье в 19:00. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов.
Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго.